В эфире новости спорта. Здравствуйте. Всемирное антидопинговое агентство отправило уведомление о споре РУСАДА по поводу санкций «Спортивный арбитражный суд». Об этом сообщает пресс-служба ВАДА. Напомню, в начале декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло решение лишить статуса РУСАДА и ввести санкции из-за махинаций с базой данных московской лаборатории. Российская сторона не согласилась с санкциями. Теперь этот спор будет решать Спортивный арбитражный суд. До вердикта САС санкции ВАДА в силу не вступят. Также отмечу, что обе стороны могут опротестовать решение САС в Федеральном суде Швейцарии. Перед сборной России, которая выступит на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, не стоит медальный план. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Церемония открытия игр состоялась накануне. Российская команда выступит без каких-либо санкций. Страну представят 106 спортсменов. По численности россияне уступают только хозяевам соревнований – швейцарцам. Медального плана нет и быть не может, потому что основная задача всей нашей олимпийской делегации – показать максимальный результат, на который способны спортсмены. Строить медальный план было бы неправильно, потому что философия юношеских Олимпийских игр не о медальном зачете, она о другом. Это возможность молодым людям почувствовать себя олимпийцами. В этом возрасте это особенно ценно, сказал Поздняков. Сборная России со счетом 3-0 выиграла у команды Аргентины и вышла в полуфинал командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования проходят в Австралии. В одиночных играх Карен Хачанов обыграл Гавида Пельо со счетом 6-2, 7-6, а Данил Медведев оказался сильнее Диего Шварцмана. Встреча между ними завершилась со счетом 6-4, 4-6, 6-3. В парном противостоянии Теймураз Габашвили и Константин Кравчук со счетом 7-6, 6-4 выиграли у Максима Гонзалеса и Андреса Мальтени. В полуфинале турнира российская команда встретится с победителем матча между сербами и канадцами, который пройдет сегодня. Сам же турнир завершится 12 января. Мадридский «Атлетико» со счетом 3-2 одержал победу над «Барселоной» в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу и вышел в финал. Турнир проходит в Саудовской Аравии в формате финала 4. В составе победителей результативными ударами отметились Коки, Альваро Мората и Анхель Корреа. У каталонцев отличились Лионель Месси и Антуан Гризман. Таким образом, в финале турнира состоится мадридское дерби. Соперником «Атлетико» будет «Реал», который в среду со счетом 3-1 обыграл Валенсию. Матч за Суперкубок Испании пройдет 12 января. Нижегородская «Торпеда» со счетом 4-1 выиграла у казанского «Акбарса» в выездном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе гостей по дублю оформили Антон Шенфельд и Данил Веряев. Единственную шайбу казанцев забросил Владимир Галузин. Благодаря успеху в этой встрече «Торпеда» прервала победную серию «Акбарса» в очном противостоянии, которое составило 7 матчей. Нижегородский клуб в турнирной таблице западной конференции занимает 8-е место, набрав 50 очков. «Акбарс» лидирует на Востоке, имея в активе 66 пунктов. В следующем матче «Торпеда» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Акбарс» во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». В Якутске стартовал первый республиканский турнир по хоккею с шайбой на Кубок «Динамо». Он приурочен к 75-летию Великой Победы и году патриотизма в Якутии. В соревнованиях принимают участие 4 команды. Сборные Мегино-Кангаласского, Алданского и Намского районов, а также команда «Динамо». Победители и призеры турнира будут определены по итогам 3 соревновательных дней по круговой системе. Турнир примечателен тем, что выступают в нем представители ветеранской лиги 40+, а большинство игроков команды «Динамо» – это ветераны МВД республики. Как нам рассказали организаторы, этот турнир в будущем станет ежегодным. Мы вот сейчас уже после того, как ушли на пенсию, все-таки решили осуществить нашу детскую мечту, наверное, да, и взялись за клюшки, надели коньки и начали заниматься нашим любимым видом спорта. И вот этот турнир мы хотим, для того, чтобы хоккей был как-то передан в массы, чтобы больше людей увидело, что у нас в Якутии есть хоккей. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.